чем выражается ваше ограничение в выражении своих мыслей и в чем вы не согласны с действующей властью? Я не согласен с тем, что Лукашенко поддерживает российскую агрессию, например. Я могу это мнение свободно выражать в внешней Беларуси? Нет, я бы хотел... Да, в Литве. Вот именно. Оксана. Вітаю, сябры! Чаму ябацькі і прадстаўнікі ўлады пазбягаюць дэбату са сваімі ідэалагічнымі апанентамі? Чаму яны агароджваюць грамадзян Беларусі ад інфармацыйных рэсурсаў, на якіх падаецца іншая кропка гледжання? Няўжо так робяць пераможцы? Не. А ведаеце, хто так робіць? Так робіць акупацыйная адміністрацыя, якая не павінна задавальняць запыты і пажаданні людзей, тэрыторыю якіх яна захапіла. Сёння мы зноў паслухаем частку размовы з ябацькамі, са знаёмымі вам уже Деспатам, Марынай і іхнімі аднадумцамі. Тэма сённяшняй размовы – гэта магчымасць свабоднага выказвання думак у Беларусі пра вайну ва ўкраіне. Паехалі! Я скажу за себя и за Беларусь. В сегодняшней Беларуси я хочу свободно выражать... Не. Давай ты, Андрей, будешь говорить за себя, не за Беларусь. Мы, белорусы, за мир! За мир! За мир! За мир! Не говорите за Беларусь, пожалуйста. Так я гражданин Огромная Республики просьба Беларусь. У меня есть право людей такое. из Беларуси. У вас нет такого права, когда вы сбежали, я еще раз повторяю, вы потеряли все свои права. Ребят, вы можете помолчать? Пусть человек ответит, зададите сопутствующие вопросы. Ну вот хочет он говорить за Беларусь, которая убежала с Беларуси. Я хочу критиковать Лукашенко и его власть за то, что он поддерживает российскую агрессию. Я, конечно, прошу прощения, что вмешиваюсь. Но подскажите мне, Андрей, кто вам мешает выражать свое мнение в пределах законодательства? Пожалуйста, выражайте. В пределах законодательства Республики Беларусь. А что, можно в сегодняшней Беларуси публично сказать стоп войне, стоп СВО, мы против? Вот ваше мнение, каким образом эта война должна остановиться? Вот тут я не знаю. Вы понимаете, Андрей, вы все в 2020 году чего-то хотели, но не знали чего. Значит, я хочу реализовать свое право критиковать Лукашенко. Я могу это право реализовать? При условии, если вы будете аргументированно разъяснять такую позицию. Хорошо. Просто ходить обзываться и не соглашаться – это не есть критика. Критика всегда имеет аргумент, основанный на фактах. Нет аргумента – нет критики. Так я могу вам привести факты о дискредитации Лукашенко и Республики Беларусь. Давайте. Удивляй. Значит, в интервью Гордону он сказал, что с территории Белоруссии... Простите, кому? Гордон Гордону? Дмитрий, украинский. А кто это такой? Кто это такой? Будете дослушивать факт? Нет, это политический деятель, это официальное лицо чье-то. Это известный журналист. Да мне плевать, кто он. А вы будете дослушивать? Он не официальное лицо. Так вот, он брал у Лукашенко интервью. Понимаете, какого уровня журналист, что Лукашенко допустил его до себя? Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Что сказал Антон Лукашенко? Я знаю, что он сказал. Вы можете закончить сами. Никогда. Он сказал А никогда. теперь доказательства того, что с территории Беларуси заходили на территорию Украины какие-либо войска. В Мозыре были раненые, убитые российские солдаты? Были. Откуда они там взялись? С Украины. Как они попали в Украину? Из Украины в Беларусь. Так, как попали раненые и убитые солдаты Российской Федерации в Мозырь? Из Украины в Беларусь. А как они попали в Украину? А я не знаю, вы должны доказать. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Вы утверждаете, что с территории Беларуси. Докажите. Об этом свидетельствуют репортажи белорусского телевидения. Нет ни одного видео. Вот за это время 2 года я прошу, сколько было в эфирах, ни разу мне не предоставили ни одного видео. Тогда каким образом российские военнослужащие попали на территорию Украины? Обратный транш не отменяет того, что с Брянские леса там или где-то в другом месте они могли зайти. Серьезно? Правильно же, да. С территории Три Сестры, я могу сказать, там маршрут есть вдоль границы. То есть вы вообще очень негодуете от того момента, что, возможно, с территории Беларуси зашли российские войска? Не. Ваши гипотезы не являются ни аргументом, ни фактом.
Серьезно? Сам Лукашенко не отрицает того, что с территории Беларуси зашли? Андрей, давайте гипотетически, как вы говорите, предположим, что данная вещь случилась. И я удивлен, почему Александр Григорьевич войска не ввел свои, потому как Украина фактически объявила войну Беларуси. Серьезно, Были она нанесены объявила? ракетные удары, да. Она объявила Зафиксировано, войну? возбуждено уголовное дело, предоставлена нота по МИДу. Я просто хотела сказать, вы знаете, что вообще все течет, все меняется. Время, те выступления, контекст, в котором происходит, геополитические какие-то решения. Например, Зеленский, который приходил и говорил в своей предвыборной программе, как президент мира, да, все что угодно, стану, буду, на коленях, как угодно, с кем договариваться. И мы видим совершенно другого Зеленского и другие слова, которые сейчас произносятся. Почему вы удивляетесь? Это же вот политическая река времени, она течет, и я даже не удивляюсь, что Лукашенко когда-то говорил одно, меняются события, меняется то, что происходит вокруг. И, конечно, как любой адекватный человек, он меняет свое отношение к определенным вещам, к определенным, наверное, даже подходам для Вы решения оправдываете своих это его вопросов. действие? Нет, надо быть тупым человеком, чтобы всю жизнь говорить одно и то же. Вы же сейчас Андрей, который вы есть сейчас в данный момент, и Андрей, допустим, который был в 2002 году или в 2010, это же разные люди. Или вы все время в я один и стагнации тот же. находитесь? У меня... И все-таки я прошу меня простить. Тот же? Бога ради. Это только Марин. барак ворота. Марин, я прошу меня простить. И все-таки принципиально я ожидаю доказательства того, что с территории Республики Беларусь на территорию Украины заходили какие-либо войска. Будьте любезны. Это официальная позиция, о которой не скрывается и сама Республика Беларусь. Доказательство, если это не вещественное доказательство, то есть не выраженное материально, это всегда информация, некие сведения о событии, которое реально происходило в пространстве и времени. Достоверно, точно подтвердить объективно, не субъективно, не по мнению кого-либо, объективно. Вы готовы их принять? Если доказательства будут носить характер достоверности и объективности, да. Хорошо, я вам их предоставлю. Но достоверности и можно вопрос еще объективности. один вам? Я, например, имею другую точку зрения. Антон знает, что я факт того, что заходили с территории, признаю на основании некоторых заявлений, да. Я не Это не доказательство. Ну, это да, мы разные имеем точки зрения. Но я хотела, Андрей, вот что вас спросить. Как вы считаете, как вы относитесь к тому объективному факту, что ни один солдат, ни один военнослужащий Республики Беларусь за 2 года происходящего не участвовал на территории Украины, не убил ни одного украинского солдата? Вот ваша оценка этого. То, что, как вот, допустим, Лукашенко сделал все возможное, чтобы удержать свою страну, своих непосредственно людей от прямого участия в данном конфликте. Притом на законодательном уровне, запретив наемничество как с одной, так и с другой стороны. Это ему большой плюс, молодец. То есть вы можете все-таки понимать и признавать, что им делается в данной ситуации по максимуму. Конечно, Всё, это же что ему можно. невыгодно. Это ж целая трагедия будет. Это же будет коллапс. Ну, если он такой жесткий диктатор, по вашим словам, так такие, понимаете, значит, он не такой. Но он же не до такой степени дурачок, что будет ввязываться в конфликт. Вы знаете, сколько нужно дронов, чтобы разбомбить всю промышленность? До какой степени? Да До всю какой промышленность степени? Беларуси. Вот до какой Сколько у нас степени? НПЗ? Вот вы сейчас в отношении лица, которого я считаю руководителем своей страны, до какой степени? Вы можете следить По за какой текстом, шкале? который По шкале употребляется? Чергинца или по шкале Марзалюка? По шкале человечности. Вот исходя Вы из же уважения сами к тем не собеседникам, которым Хорошо, вы, я с которыми вы сказал общаетесь. слово дурачок. Я не имею на это права. А вы знаете, кто ж вас учил, я ж не знаю. Как... Дурачок, Я это просто- оскорбительное Он слово? меня лично этим оскорбляет. Он говорит о том, что руководитель страны, в которой я живу, понимаешь, Не тем до самым такой задевая степени меня дурачок. лично. Да, я так сказал. Я имею на это право. Андрей, Нет, вы не имеете права ни меня оскорблять, ни кого-либо другого. Не до законов.
вы говорите, вы не поддерживаете агрессию Российской Федерации? Так точно. Да? Скажите, пожалуйста, а что такое агрессия? Вот человек, который употребляет слова, которые имеют определенный, точный смысл, не может не знать, что такое агрессия, правда? Вы же используете слова, которые вы понимаете. Это ваша фишка, Антон. Уважаю вас за это вот колупание в значениях различных слов. Это ваше. Я тут пасую, я не могу вам ответить. Вот Организация Объединенных Наций точно предопределила значение и смысл этого термина агрессия. Резолюция 3314. Рекомендую ознакомиться. В первой статье вы увидите суть и содержание. И там вы поймете все. А потом вы, пожалуйста, посмотрите на эту ситуацию и задумайтесь, а кто сегодня не агрессор? Кто сегодня не агрессор? И еще один вопрос, чисто знаете, вот для меня профессиональный, да, с точки зрения восприятия по существу. Андрей, скажите, пожалуйста, если вы меня ударили по лицу, вправе ли я вам агрессивно дать сдачи? Нет, вы должны подставить вторую щеку. Вы серьезно? Так учит Библия. Я поставил вторую щеку и вновь вы нанесли мне удар. Ну, так учит Библия. Про третий раз в Библии не говорится, правда? Я еще раз говорю, я поставил щеку. И вы вновь нанесли мне удар. Я могу вам агрессивно дать сдачи? Про третий раз в Библии не говорится. Я вам не разрешаю давать сдачи. То есть вы можете наносить мне вред, вы можете причинять страдания моим родным и близким, а я вам агрессивно сдачи дать не могу, да? Не можете, ни в коем случае. Я так считаю. Гениально. Ну вот так же в Беларуси. Я не разделяю вашу вот так позицию, же в Беларуси я считаю так. Милиция бьет протестующих, а протестующие не могут бить милицию, правильно? Не. Когда мы говорим о отношениях, регулируемых национальным законодательством, это одна история. А если в международных отношениях такие правила для государств не предопределены, вот есть такой правовой вакуум, да, когда нет законодательных, либо каких иных таких, да, документах, регулирующих такие отношения, то тогда, извините, работает совсем по-другому все. Вот с точки зрения закона это одно, но когда закон не предопределяет правила поведения, это совсем другое. Так вот, еще раз поясню. Еще раз, забудьте про национальное законодательство. Мы сейчас с вами не в поле национального законодательства. Сейчас нет законов. Не предопределены правила для нас с вами. Если вы ударили мне дважды по лицу, один я раз терпел, то второй раз я с моральной точки зрения, да, я считаю правильным для себя, верным для себя, агрессивно дать сдачи, чтобы вам больше никогда не хотелось причинять мне вред и моим родным. Ну, вот то же самое Украина делает по отношению к России. Если вы после этого будете называть меня агрессором, да бога ради. Да, для вас я агрессор, да, я агрессивно дал сдачи. Все так правильно. вот, я сейчас говорю о России. Хорошая аналогия. Если вы не знаете события 7 и 9 февраля 2022 года, господин Зеленский в одностороннем порядке отказался, объявив о том, что он не намерен выполнять Минские соглашения. От чего отказался? От дипломатического способа урегулирования конфликта. Хотя, насколько я погружен в эту историю, Зеленский, когда стал президентом, был готов к любым договоренностям. Все, что нужно было сделать, это слезть с Олимпа, пойти и договориться. Вот стороны пришли к согласию о том, что мы можем мирно разрешить сложившуюся ситуацию без каких-либо, да, выстрелов друг у друга. Составили соответствующие в городе Минске документы, надо было следовать ему. При этом обращаю ваше внимание, что Российская Федерация не является стороной этих обязательств. Не является. Так вот, Украина в одностороннем порядке выходит из этих обязательств, а с 16 числа начинаются массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО
на нас напасть. Вы игнорируете эти причины. Вы не смотрите на те обстоятельства, которые имеют принципиально юридически значимое значение. Гвалт як інструмент пераканання апанента – гэта прызнак слабой аргументацыі. Ад гвалту любові да радзімы не прыбаўляецца. У канкурэнтным асяроддзі прыхільнікі вайны нежыццяздольныя. І вось па гэтай размове мы бачым, якім не хочацца прызнавацца, што яны на баку брахні, агрэсіі, гвалту. Баязлівы юрыст-деспат не хоча прыняць факт таго, што расійскае войска зайшло ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. А чаму ж так, Антон? Напішы ў каментах. Я бацькі. Калі вы будзеце больш з намі размаўляць, то ўбачыце, што значная большасць беларусаў і грамадзян іншых краін, у тым ліку і Расіі, супраць вайны, супраць дыктатуры, супраць рабаванняў, супраць падмана і пераследу за свае думкі. Адумайцеся, стоп таракан, стоп моль, жыве Беларусь!